Во-первых, всем добрый вечер. Значит, повторюсь, я являюсь представителем «Газпром» газотранспортирования Краснодар, управляющей компанией «Газсервис», начальник участка Краснодарского. Зовут меня Алексеев Сергей Алексеевич. Значит, для кого не секрет, что в настоящий момент ведутся работы по выбору трассы газопровода на Олимпийский. Возможно, она пройдет через ваши земли. То есть, в частности, вот вижу возможность прохождения, допустим, по лесополосе. Соответственно, возникает вопрос о подключении вашего СНТ Зиповчанки. То есть у вас получится, пройдет источник газоснабжения прямо вот здесь, возле вас, да? Вот. И я думаю, что будет реальная возможность газифицироваться. Думаю, что возражений в этом плане не будет. Вот. Значит, начинается в данном плане, значит, встречался ваш председатель Светлана Костина, встречалась с первым замом «Газпром» Краснодар Дученко Артемом Владимировичем, мы тут там понимание нашли, да, замечательно. Вот, значит, и было обозначено, что первый шаг для начала наших с вами совместных работ – это подача документов на получение тех условий, на основании которых будет потом сделана схема газоснабжения. Что будет делать? Подождите, пускай он скажет сначала. Нет. Значит, схема газоснабжения – это основной документ для начала газификации, который будет определять расположение шкафов понижающих, а также прохождение газопровода в длины и диаметры. Вы должны понимать одно, что вот возле вас вот сейчас пройдет газопровод, который вы, по большому счету, его строить не будете. То есть вот это огромный плюс для вас. А что касается цены, сейчас говорить пока не стоит. Нужно, чтобы, вот давайте вы сделаете первый шаг, чтобы уже потом была какая-то конкретика. Для этого необходимо сдать документы на получение тех условий для расчета схемы газоснабжения от вас, ну, от вашего товарищества. А дальше уже появится цифра конкретно по схеме газоснабжения. Когда будет схема газоснабжения, появится цифра по проектам. От проекта уже уйдем на строительно-монтажные работы. Цифры будут говориться копейка в копейку. У нас не будет разрыва там в десятки миллионов, там еще куда-то. Поэтому никогда цифры я тебе не говорю. Кто-то скажет, тот все равно обманет. А можно, потому что громко не кричать, я хочу добавить к данному вопросу. Нет, не надо? Просто люди не поняли, многие, о чем идет речь. Какие документы и для чего требуют. Документы, вот товарищ. Так, все. Это не все. Давайте этот Представители... Давайте еще дадим время. Нет, все, хватит. Уже время вышло, все, нет. Из моего никак не может выйти это время. Так, кто за то? Значит, вопрос прозвучал... Да, давайте тратить время голосовать. Кто за? Я делаю предложение. Чтобы продолжить данную дискуссию. Значит так, я вам сейчас за нарушение регламента я буду удалять, пожалуйста. Слушайте. Всех удалю. Да мы не поняли вообще, о чем. Нам с каждого надо там дома собирать документы. Или на председателя. Председатель правления вам все расскажет при оформлении соответствующих документов. Можно мне микрофон на минуту? Значит, прозвучало выступление представителя «Газпрома». Есть предложение принять предложение и дать добро на проведение газовой трубы по территории нашего СНТ товарищества. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Люди, вы не голосуете. Я против. Я не знаю, какого диаметра будет проложена труба. А если этого диаметра не хватит на наш поселок, куда вы поднимаете флажки? Дайте мне микрофон. Человек для чего документы просит? Для того, чтобы понимать, какого диаметра трубу прокладывать. А вы голосуете уже. Они сейчас проложат сотку, и вы потом останетесь ни с чем. Значит, ему представитель на то и попросил дать техническое условие на основании технического... Знаете, что такое техническое условие? Техническое условие, оно включает все в себя, все расчеты, необходимые для данного участка. Это понимают. У людей требуют документы. На что? Кто-нибудь понимает, на что требуют? Значит, я считаю... Подключение. Мы сейчас решаем вопрос
о том, что разрешить или не разрешить провести по нашему... А взамен нам что это будет? Для нас будет газ. Какого диаметра пойдет труба? Дадут ли ее нам сюда Ну пробить? ответьте на этот вопрос, тут 2 секунды. А? Николай, что, Дополнительно 2 минуты, за пожалуйста. трубу нельзя сказать, что ли? Ё-моё. Значит, еще раз повторюсь. Значит, газопровод идет на Олимпийский. Мощности Олимпийского уже известны. Понятно, что газопровод будет с каким-то запасом. Для того, чтобы понимать, какая мощность вам необходима, для этого, еще раз повторяю, нужно от СНТ сдать необходимые документы для получения технических условий. То есть понимать, сколько участков, какая мощность на участках и так дальше, протяженность. Вот. Ну, с первого взгляда, я думаю, что того диаметра здесь будет идти 300-ка. Первоначально была немного другая схема газоснабжения, но сейчас ее изменили. То есть должна быть там стороной идти и так дальше. Сейчас тогда вот реальная возможность, если пройдет через вас, допустим, вам получить газ. Вот. Значит, так на первый взгляд, я думаю, что будет мощности, чтобы вас газифицировать, но это все подтвердит расчет. Поэтому еще раз повторюсь, значит, документы, сдача в газопровод Краснодар необходимы. Я тогда при фестивале вам скажу от СНТ. На получение ТУ это первый шаг. Без этого мы дальше никуда не двинемся. Так что, всем понятно, да? Значит, меняем, пожалуйста. Кто за то, чтобы наше садоводчество участвовало в газификации и предоставило документы для расчета мощности и дальнейшей газификации нашего СНТ. Кто за? Так, Асур, считаем, быстро считаем, ребята, дождь идет. Единогласно. 17. Единогласно. Больше. Считали все. Девчонки, поднимите выше. Там не видно никого. Так, кто против? Кто против? Кто против? Против газа. Так, единогласно. Значит, принято решение.